Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся в Якутии. Вчера ко мне приехали ребята, блогеры, как вы все знаете. И они сейчас находятся на рыбалке уже на озере. Я их вчера забросил. В общем, все у них благополучно. Рыбалку смотрите у них на канале. А сегодня у нас, друзья, наша традиционная рыбалка на карася по осени. Вот. И сейчас мы приехали на установку сеток. Сетки у нас в Якутии разрешены, друзья. Они разрешены законом. Вот. И вот я с ребятами, вот они, рыбачим на озере. Озеро какое не скажем. Вот. Ну вот, в общем, приехали. Вот так вот разложили сетку. Сейчас мы с Семеном подготовили немножко жердей, чтобы втыкать в углы обязательно. Где сетка, там вот прорубается прорубь, втыкается жердь, и от нее уже вяжется сетка. И она лежит подо льдом. Вот Иннокентий разложил сетку. Так как сеточка немножко... Ну вот это хорошая сетка, она длинная, кстати. Ее еще длины хватит, чтобы установить ее нормально. Но есть короткие сетки, которые приходится связывать между собой, чтобы экономия жердей, и короткая у нее эффективность меньше. А вот это хорошая сетка. Сейчас мы будем прорубать проруби, чтобы прогнать прогон. Прогон — это веревка, которая опускается в один конец, вот так как иголка с ниткой продевается сквозь весь лед, и там с той стороны она должна выйти, эта веревка, для того, чтобы подцепить конец сети и опустить ее под лед. Вот так зимой опускается сетка под лед, благодаря вот этой веревке прогону. И когда сетку проверяешь, ее вот прогон привязываешь, чтобы веревкой потом обратно затянуть сетку под лед. То есть вот такая вот система. Вот здесь лежат сети, которые мы должны сегодня поставить. Вот. А вот та самая веревка, о которой шла речь. Вот она будет идти подо льдом. Вот, посмотрите, здесь вот сейчас будет прорубаться прорубь. Вот. И вот эта жердина, вот она нужна, чтобы цеплять прогон. Именно вот с крючком. Видите, приспособление. А я пойду за перчатками. Здесь нужны специальные перчатки, которые... чтобы ваши руки не замерзали, потому что будем работать с водой. Вот такие кожаные не пойдут. Вот Семен идет в перчатках. Сейчас посмотрим, какие у него перчатки. И возьмем себе тоже. Ну, у меня тоже такие же, по-моему, как у него. Вот. Вот я снимаю штаны, чтобы работать было легче. Ну-ка вот, покажи-ка перчатки. Что за перчатки у Семена? Вот. Минус 30 написано, да? Вот эти перчатки себя, друзья, хорошо показали, потому что в будущем не спрашивали. Вот такие китайские. Сколько стоят? Рублей 200, да? Нет, здесь 500. Здесь 500? Да. Ну, в городе столички 250-200 вроде. Да, вот китайские перчатки. Вот что-то написано на китайском, что-то, да. Ага. Ну, это люди спрашивают, что за перчатки вы. Специально для рыбалки же теплые. Ну, вот эта шапка, я смотрю, у тебя прикольная, да? Вот модная. Вот такая клевая рыбалка, друзья. Все есть в описании, ссылки. А также, друзья, будут вот такие календари, которые я сам лично для вас подписываю. Есть у меня еще Инстаграм. Заходите на Инстаграм, подписывайтесь. Там тоже очень много чего интересного. Итак, приятного просмотра. Так, ну что же, надеваем наши перчатки. Главное, чтобы они не были дырявые нигде, ни в каком месте. Вот. Итак, друзья, пока я летал на коптере
Ребята не могут тут справиться без меня от слова совсем. Совсем. Начали кричать, звать меня. Принцип заключается в том, чтобы вот такую жертву мы взяли нынче испытать. Это пластиковая обычная труба ПВХ. И вот здесь на конце привязана вот такая проволока с крючком. Она нужна, чтобы цеплять вон ту веревку, которая является у нас будет прогоном. И для этого крючок ставится вот так, засовывается. Ага, и, собственно, тут совсем мелко оказывается. Вот у меня упирается в землю этот. Ну да, тут прям вообще мелко. Так, короче, пошли за специальной палкой, которая прогоняется как игла. Потому что вот этот метод, он просто вымотал нас. Потому что слишком короткие взяли этот. Короче, взяли слишком короткую ПВХ трубу. 4 метра. Уже давно. Он нравится. Так вот, приехали. Посмотрите, здесь уже кого-то съели недавно. Совсем. О, похож на тетерево. Тетерку похоже. Теревиные. Остались одни перья остались. Вот. И Маккенти пошел искать эти места, куда он черт спрятал. Вон там андатровые хатки такие вот. Сейчас сфокусируется камера. Ну, не может фокус поймать. Семен у нас вон там. Пишней колет. Прорубь рубит. Накенти пошел искать. Вон он. Не знаю, найдет, не найдет, наверное, навряд ли найдет. Лет, говорит, прошло с того момента, как он здесь рыбачил. Представляете? И мне кажется, за 10 лет навряд ли он там что-то уже найдет в таком лесу. 10 лет тому назад. Ну он Иннокентий все-таки нашел эту палку. Прогон вот этот вот, который будем сейчас прогонять. Вот такая вот она. 10 лет она там лежала. Так, вот принесли, короче, вот такую штуку, называется утюмях. Иголка, как игла, видите, вот. Вот он его запустил туда, а следующий здесь ловит. Вон она, чуть-чуть там. Вот здесь. Да. Вот. И вот у него есть такая специальная палка, вот она. Сейчас здесь смотрим. А, колляди. Дальше уже баддади.
Вот она длинная здесь. Раз. Лед маленько почистим сейчас. Чуть-чуть в сторону давай. Вот она, ага, галля. И вот видите, вот так вот ловим ее. Ему подкладываем. Галля. Галля. Ну и вот так вот в таком духе. Сейчас отсюда вытаскиваем вот эту штуку. Надо вытащить отсюда. Вот так вот раз. Подгинаем и вытаскиваем. Вот и все. Теперь отсюда будем вытаскивать сеть, которая находится вон там, вот из этой лунки, вот этой проруби. Все, сейчас начинаем уже тянуть сетку сюда, затягивать под лед. Но надо всегда следить за теми опускающими и слушать. Иногда они там кричат, чтобы я не торопился. Па-бам! Итак, сегодня наступил день проверки. Вчера я съездил к ребятам, забрал у них рыбу. С Семеном мы забрали. Вот. 2 мешка получилось. И рыбалка у них отлично. Лед уже толстый. И вот здесь вот все замерзло. Вот так вот. То есть вот эта вот наледь вся выступила, которая после нас, она вся замерзла. Сразу идем проверять сети. И сказал, возможно, сети сегодня оставим после проверки. Вот, и если получится, если у меня в среду получится, то я приеду на проверку повторную. А сейчас просто посмотрим, давайте, что мы поймали. Так, решили вот здесь проверять. Здесь будем проверять. Сейчас вот веревку высушили после прошлого раза. Она вся становится ледяной. И сейчас я подниму сетку. Вон она лежит. Под водой вон шнур, видите? Она вон там привязана. И привяжу здесь веревку. А там мы будем проверять. Так, вот так я привязал веревку. Вот я расстелил ее, чтобы она плавно уходила в воду. И там конец привязал к палке. Вот, сейчас пойдем туда и будем проверку делать. Но для этого что-то ребята там мудрят. Пошли туда теперь палку вон ту. Там тоже прорубь вырубать. Хотя вроде здесь должны были проверить. Там просто хотят ослабить, наверное. Тоже выдолбить майну, чтобы палку маленько ослабить и поднять. Видите, вот 2 сетки там, вон видно, веревки, вот они. За наше отсутствие здесь добавились еще чьи-то сети. То есть, посмотрите, все в сетках. Вот. Все в сетках. Даже позади меня вот чьи-то уже сети воткнуты. Очередная проверка сетки на карася на этом озере. О каком мы не будем говорить, чтобы рыбаков не было. Это название озера мы никому не скажем.
Очень секретное озеро. Да, Иннокентий Иннокентьевич? Где много рыбы, да? Да. Чтобы рыбу всю нашу не переловили, мы никому не скажем название этого озера. Вот на следующий день год не продохнул. Так, здесь, говорят, рыба дергается, чувствует руками люди. Семен сказал, чувствует руками прям. Он сейчас держал, стоял веревку эту. Рыба, говорит, клевала. Ну, поверим Семену на слово. Опытному рыбаку. Так. Сейчас мы поймаем что-нибудь. Все равно поймаем что-нибудь. Пока не поймаем, не успокоимся. Будем так идти, вот все эти сетки проверять. О, бля, кота обупат. Черт, сорвалась, говорит. Ну, была рыбка там, была точно. Очередная сетка. Теперь Слава почувствовал, что здесь есть рыба. Ну, очень опытный рыбак. Balık pardi. Ну хотя бы что-нибудь так должно быть. Бесполезно. Телезрители будут пустой сехану карагалайды. Так. Пачками где? Дальше идем. Еще есть, не все потеряно. Еще не все потеряно, друзья. Крайние сетки. Потом пойдем переставлять. На, то есть тут-то. Ну это не точно. Это не точно. Так, сейчас проверим. Сначала вот эту сетку, которая там прилипла, хочется отодрать. Не знаю, получится, нет. Слушай, ну она вообще прилипла капитально. С этой будем разбираться. Теперь пошла. Очередная пустота, которая уже никого не удивит. О, прикинь, карасик. Ты можешь представить? Карасик. Чудо, да? Чудо. Это просто чудо. Байнай слышал наши молитвы. Иннокентич! Хомо! Bir hava var. Иннокентич очень обрадовался. Вот, друзья, мы поймали его. Сколько трудов в это вложено. Вот ради вот этой рыбки. Вот такой вот замечательный
карась якутский попался. Мы его поделим ровно на 3 части, друзья. По-братски. Вот так вот. Разделим ножом на 3 части и повезем домой. У каждого по 2 мешка. В 2 мешка его замотаем, чтобы не потерять пути. Сейчас еще наше увлекательное, самое любимое Дело будет по отдалбливанию очередной сетки. Так, вот мужики занимаются нашим любимым занятием. Отдалбливание сетки из прилипшей сетки ото льда. А вон там мужики, которые ночевали, они уже начинают проверку сеток. Они, то есть, ближе к глубине туда располагаются. Возможно, что у них будет рыба. Но у нас как бы она тоже есть. Где-то там лежит вот. Мы сейчас будем этот селфиться с уловом и делить его. Да, отдолбим последнюю сетку. Вот. Ну, вечер. До вечера еще далеко. Они уже там половину отдолбили. Это уже метров 6, наверное, продолбили полосу. Понять не могут. Ну, пускай долбят. Разминка, так сказать, перед ряпушкой. Вот. Иннокентий любит, ну как, размяться перед большой рыбалкой. Они думают, что они сетка пошла, но она не пошла. Не могут понять, почему сетка не идет. Так, вот ребята раздолбили здесь. 1, 2, 3, 4. Ну, где-то 6,5 метров. Все, наконец-то выдолбили эту сетку. Вот она, вот такая длина. Вот такую длинную полосу мы выдолбили. Видишь, он цепляется, говорит. Ну, главное, что не с пустыми руками мы сегодня уходим, друзья. Вот. Наш Байнай нас все-таки... Теперь давайте посмотрим, как другие рыбаки отличились. Поймали рыбу. Это профессионалы. Еще одни профессионалы. Как мы. Ух ты! Вот это улов! Физкуль, привет! Команда спортсменов. Смотрите, какую щуку выловили здоровую. Просто у них крутой улов. Хорошая щука. Ох ты, ох ты. Вот она всех сожрала, видать. Всех карасей. Bu elimde бара уловили. Балык. Алексей Алексеевич здесь рыбачит с кем-то, да? Профессиональный рыбак. С Юрием Егорычем рыбачите, да? Ну что, как у вас сегодня успехи? Вообще плохо, да? А может из-за того, что шапку не ту одел просто?
У него вот такая шапка была тоже где-то когда-то. Вот. Семен, видите, одел сегодня и сразу поймал у этого Один карась. карась. Да. Закажем на рынке, говорит. Иннокентий Иннокентьевич, нынче можете карася отправлять из этого, из мои. Начинать. Ну. Ну. Приветствую. Приветствую, как у вас улов? А? Как улов? Ну, хорошая же зато. Большая. Так, проверяем сетку Юрия Егоровича. Смотри, Алексей Алексеевич сетку проверяем. О, смотрите, как проверяют. Не спеша. Сразу собирают. Вот. 2 зайцев сразу одним. Тардыланар да туамит хатыр. В общем, нас пригласили попить чайку. Юрий Егорович, Алексеем Алексеевичем. У них вот такая скромненькая база в тайге. О, все. Все так аккуратно. Стойбище Ивенков, да? Рыбаков. Вот, посмотрите, в лесу вот таком вот защищенном от ветра месте стоит палатка. Довольно современная. Современные венки, да, я так понял? Да. Печка у них, смотрите, какая вот модная. Вот, дымоход выведен, смотрите, вот. Вот. Это олени, да, современные? О, гречка, да? Сегодня на обед у нас гречка. На ужин, то есть. Мы уже сходили. Ну вот, друзья, как говорится, без боя не сдается наш народ. И поэтому мы сходили и переставили сети, короче. Еще дальше. Через несколько дней приедем, проверим. Sırık bir miyah
кимит сағаланар сахабит сенин күйінар самай керек үстілер сұлу суымын керерде соғымдыны да кірятар сүйрік берме қысылас тыңда тыңда. Вот такие карасики.